Центр мужского здоровья, не имеющий аналогов в Казахстане, открылся в президентской клинике. Центр – комбинация диагностики, лечения и реабилитации. В нем будет собрана вся современная диагностика мужского здоровья. Вести прием и консультировать пациентов будут оперирующие хирурги-урологи клиники, а также один из лучших американских урологов доктор Дэвид Самади. Создали максимальное насыщение оборудованием, что выполнить урологический чекап по международному стандарту. Мы будем использовать в лечении всю линейку доступных методик, начиная от уролифта, кончая роботохирургией. То есть все, что сейчас доступно в медицине для лечения проблем простаты, проблем мочеполовой системы мужчины, это все будет доступно нашим пациентам. Помимо того, что пациент получает современнейшие методы обследования, современнейшие методы лечения, мы еще потом персонально, индивидуально производим эскорт и контролируем процесс реабилитации пациента. Центр мужского здоровья будет использовать новые методы диагностики воспалительных заболеваний половой системы мужчин различных форм эректильной дисфункции, доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака простаты, а также займется разработкой комплексных методов реабилитации и профилактики пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Все для того, чтобы продлить и улучшить качество жизни мужчин. The idea behind having a men's health center is to basically look at the patient and treat the patient over as a whole, not just the disease itself. If a patient has other sickness such as diabetes, high blood pressure, they're at a higher risk of having heart attack and heart disease. So having a center like this basically incorporates that patient, and by bringing the cardiologist, endocrine and other doctors, we're able to really make their quality of life better and add more longevity. Medicine has changed, so through the teleconferencing and telementoring, we will open the door by having patients here and being able to give continuous consultation as needed. Certainly this hospital has many experts. They're able to take care of a lot of problems and issues with the patients. But in case if they need to get a second opinion, we will open up the advantage of having a men's health center where we can bring in patients from the surrounding countries that want to protect their privacy and making sure that we are able to take care of them on an individual basis. Мужское здоровье – это не только проблема лечения воспалительных заболеваний мужской половой системы, но и вопрос эректильной дисфункции, фертильности, хирургии полового члена, а также проблемы диагностики и лечения доброкачественной гиперплазии и рака простаты. В структуре урологических заболеваний они занимают до 70% от всех заболеваний мочеполовой системы. У нас в последующие годы все больше и больше будут мужчин в возрасте, да? И они требуют к себе особенного внимания. То есть им, кроме того, что они в возрасте, им необходимо создать условия для качественной жизни. Качественное мочеиспускание и наличие половой жизни – это как бы один из предпосылок, чтобы человек долго и счастливо прожил свою жизнь. Мы над этим будем работать. Накануне официального открытия центра Павел Шолох и Дэвид Самади провели первую в Казахстане манипуляцию уролифт пациенту 82 лет. Мини-инвазивная операция показана мужчинам преклонного возраста с заболеваниями простаты, которые не могут перенести открытое хирургическое вмешательство. Суть операции заключается в том, что накладываются специальные клипсы на ткань аденомы, которая сдавливает канал мочевой. Он раскрывается, и в дальнейшем пациенту не требуется медикаментов, чтобы мочиться. То, что касается методики уролифта, она уже известна и на рынке Соединенных Штатов Америки около 5 лет. По последним данным, 120 или 130 тысяч успешных операций проведено в Соединенных Штатах Америки. И она уже в Штатах считается амбулаторной манипуляцией. То есть хирургия одного дня. Утром пациент пришел, осмотр, получил лечение, поставили ему клипсы, вечером он пошел домой. Помимо щадящих лапароскопических операций, доктора планируют выполнить также вмешательства с помощью робот-ассистированной установки. Программа роботизированной хирургии была запущена в больнице ровно год назад. С помощью робота хирурги делают операции по урологии, общей хирургии и гинекологии.